Кедр сибирский – это вечно зеленое хвойное дерево, высотой 35-40 метров, в диаметре достигает 1,5–2 метра. Плодоносящей является лишь верхняя часть крона протяженностью 1–1,5 метра, редко 2 метра. Растет сибирский кедр медленно, живет 300–550 лет, некоторые деревья до 500–800 лет в сомкнутых древостоях. Бог создал кедр как накопитель энергии космоса, миллионами своих игл, листьев и днем, и ночью он улавливает и накапливает в себе светлую энергию, весь спектр ее. За время жизни кедра над ним проходят все тела, отражающие светлую энергию. Владимир Мегре, Анастасия, 1 книга, 9 страница, говорит дедушка Анастасии. Даже в маленьком кусочке кедра благодатной для человека энергии больше, чем у всех рукотворных энергетических установок на Земле вместе взятых. Кедр принимает исходящую через космос от человека энергию, хранит и в нужный момент отдает, когда ее недостаточно в космосе, а значит в человеке, во всем живущем и растущем на Земле. Анастасия, 1 книга, страница 10. Встречаются, но очень редко кедры, которые накапливают, но не отдают обратно накопленную энергию. Через 500 лет своей жизни они начинают звенеть. Так они говорят тихим звоном. Так они подают знак, чтобы взяли их люди, спилили для использования накопленной энергии на Земле. Так кедр просит, если не соприкоснется с живыми людьми, тогда через 3 года он, лишенный возможности отдавать накопленное через космос, теряет возможность отдавать ее непосредственно человеку. Тогда он начинает сжигать энергию в себе. Этот его мучительный процесс сжигания, умирания длится 27 лет. Дедушка Анастасии уверенно утверждал, что уже через 3 месяца человек, обладающий кусочком звенящего кедра, почувствует значительное улучшение самочувствия, излечится от многих заболеваний, и человек, обладающий этим кусочком, станет добрее, удачливее, талантливее. И даже от СПИДа, спросил я. От любых болезней, сказал дедушка. Анастасия, а масло кедрового ореха по целебным свойствам сильнее или слабее, чем кусочки звенящего кедра? Такое же, если орехи собрать в определенное время и с определенным отношением к кедру, когда он сам отдает. Владимир Мегре, Анастасия, 1 книга, страница 124. Все, что мы видим в кедре, хвоя, кора, живица, особенно орехи, божественно, волшебно, лечебное. Извлекаемые из ореха кедровое масло издревле считались деликатесом. Оно необычайно богато витаминами и минеральными элементами. Современные ученые доказали, только в кедровом масле содержание полезных веществ и витаминов находится в концентрации, идеально подходящий для стабилизации работы организма и вывода его из любых нарушений, болезней. Ведь кедр, хвоя, смола, древесина обладает высокой фитонцидностью. За сутки гектар кедрового леса выделяет более 30 килограммов летучих органических веществ, которые имеют огромную бактерицидную силу. По мнению исследователей, этого количества фитонцидов достаточно, чтобы в большом городе обезвредить все болезнетворные микробы. Вокруг каждой веточки
каждой хвоинке и иголочке воздух насыщен фитонцидами. Фитонциды кедра повышают содержание в воздухе легких отрицательных ионов. Фитонциды не только обеззараживают, они благотворно влияют на размножение тех микроорганизмов, которые вступают в борьбу с болезнетворными. А молочко из кедровых орешков полноценно даже превышает по качеству, по чистоте, по энергии светлой, по питательности все виды животного молочка. Оно волшебно целебное. Кедровое молочко – дар от матушки земли. Если из одного орешка вырастет целый кедр, то можно предположить, сколько энергии доброй, светлой в горстке ореха и молочке, сделанного из них на родниковой водичке. Если даже кусочек звенящего кедра способен излечить от многих болезней, и масло, извлекаемое из орехов кедра, равноценно с ним, то какую силу может иметь сам кедр? Получается, предназначение кедра не допускать болезней души, ума, чувств и тела человека, оберегать человека, его предназначение и содержать среду обитания человека полезным для здоровья, живительно чистым, светлом состоянии. Какие чувства и приемник какой у кедра, если он способен улавливать и передавать человеческие светлые чувства. Именно поэтому мы посадили у себя в родовом поместье дерево, кедр, дав ему предназначение родовое дерево нашего рода.